Селям алейкум, дорогие телезрители. Сегодня в эфире АТР программа «Крымский вопрос». Ее также можно смотреть на телеканале «Эспрессо» и слушать на волнах радио «Мейдан», который вещает непосредственно на Крым. Сегодня у нас в гостях вице-президент Всемирного конгресса крымских татар, координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов. Селям алейкум, Ленур. Алейкум селям. Ну, к событиям самым острым, последним и широко обсуждаемым в стране. Что произошло на Чонгаре в ночь с 12 на 13 число? Наверное, надо начать с конца вообще всего этой истории, да? То, что все-таки правда восторжествовала, это самое важное. А все остальное, то, что очень бы интересовалось бы что-нибудь там такое жареное. Жареное, самое главное, то, что мы, в принципе, все знаем Украину сегодняшнюю и в каком состоянии она находится. И когда мы, как крымские татары, думаем, что настолько мы уже, так скажем, имплементировались уже в материковую Украину, уже настолько нас уже все понимают, это не так. Мы понимаем, что настолько против нас работает машина оккупанта, и настолько работает тонко ФСБ, и настолько в некоторых вопросах слабы оказываются те люди, которые должны принимать правильные решения. Ну, или не готовы к этому. Да, может быть, не готовы. Да, или, потому что ФСБ же использует любую слабость нашу. В том числе и в том, что у некоторых людей, не надо забывать исторические события. Да? Украина входила в состав Советского Союза и была обрабатывалась изначально бомбардированием тем, что эти все малые народы и все такое прочее, а есть единственный великий славянский народ, и вот мы братья, все такое прочее. Знаешь, вот эта вот аналогия была, ребята вспомнили вот с этим событиями 2014 года, когда захватывали военные части. Аналогия была такая же. Вот знаешь, вот в чем-то вот в этом было схоже, знаешь, в чем? То, что тогда стоял украинский солдат, его захватывал русский солдат, после которого он не должен был воевать никогда в жизни. Помнишь, да? Без опознавательных знаков, в балаклаве. Помнишь, все то же самое. У нас есть вот ребята, которые с Феодосии, которые были в морской пехоте. Так, в этой связи, то есть у нас висят украинские флаги. То есть мы там везде как бы открыты. Флаг Евросоюза ты видел. И, естественно, возле нас, сколько батальонов возле нас стояло военных. Именно тогда, когда нас не было никого, то есть меня не было даже ни одного инструктора, не было даже ни одного воина, который прошел АТО, они все, в принципе, были или на ротации, или были непосредственно в зоне АТО, потому что ребята туда тоже ездят. А была обыкновенная молодежь, которая там была. Там, один был вообще 13 лет, там мальчик, 13 лет, говорю, 13 дней в батальоне, как пришел с Крыма. То есть молодые ребята. И, естественно, у них в мыслях нет, мы их же затачиваем на то, что все-таки с украинцами мы братья. Нет, но это очевидная вещь для всех. И что вдруг люди в военной форме... Не очевидно. Это кажется, что очевидно. Пока не очевидно, не для всех. Мы, опять же, думаем, что мир вокруг нас вращается. Ничего подобного. Есть силы, которые готовы использовать любую ситуацию для того, чтобы сделать нас слабее. Естественно, для того, чтобы расшатать эту ситуацию. Генический район, мы сколько уже там находимся? 2 года, и мы знаем, какой он был. И даже сейчас мы не говорим, что там полностью можно все контролировать власти. Власть не контролирует там все. Но вот в этом районе как раз, там же очень сильны пророссийское настроение. Так, там многие местные жители, они воспринимают вообще существование крымских татар вот ровно так, как российский, скажем, обыватель, да, который русской весной был заражен, воспринимает в Крыму. То есть это враг, и с ним нужно как-то бороться, с ним нельзя сотрудничать, хотя со всеми службами сотрудничество у батальона прекрасное. Да, конечно, там все в этом вопросе нормально. Я не сказал бы, что там весь пророссийский народ, я бы такое слово не употребил бы. Я бы употребил бы слово «неверующий в Украину народ» есть в какой-то части. И, знаешь, хотящий получить плетку определенную. Там плетка была. Был Ситумир Нимитулаев. Он их плеткой всех в ряд выстраивал. Такой барин настоящий. Я скажу немножко зрителям. Кто не знает, Ситумир Нимитулаев – это бывший глава Генического района. Это человек из партии регионов, который туда был поставлен. Он фактически был полным хозяином района и номинальным, и в имущественном плане, и в земельном плане. Сейчас он предал Украину, естественно, как и его подельники по партии. Да, вот все это с партии регионов прихвостни Януковича. Он бежал в Крым. Там он сотрудничает с российскими спецслужбами, с властями. Но, тем не менее, продолжает, насколько понятно, управлять многими людьми в районе. Да, ну, когда он там 15 лет руководил этим районом, конечно, представляешь, что есть вся земля, по идее, принадлежит ему. Там эти чиновники, которые местные, некоторые чиновники есть, они все вышли из-под его из-под его руки. То есть он их брал, назначал, да, они все ему там во многом обязаны.
Ну, можно много продолжать. Знаешь, и существует народ. Замечательный народ там живет. На Чингарино замечательный народ живет. Генический, в Новоалексеевке. Замечательный народ. Но вот это вот недоверие к тому, что власть что-то сможет сделать, оно на самом деле вот за это время, на самом деле, как бы оно не изменилось, потому что, когда народ видит, слушайте, ребята, как бы, да, вот Аскер высадился там, да, сделал блокаду, были какие-то вопросы там, были там вопросы, даже у местных жителей были вопросы, почему, допустим, гроб таскать нельзя на ту сторону, если его не вскрывать. Но если мы говорим, ребята, надо же с контрабасом бороться, если мы видим грузовик, который через могильники проезжает, через кладбище проезжает, ломая камни, чтобы провести груз оккупанту, ну, гроб можно скрыть. Но эти мелочи все ушли. И когда Аскер там стоит, и мы видим, даже по сегодняшний день ловятся таможенники, и даже иногда бывает, к сожалению, и пограничники, которые нечисты на руку, но в большей степени все-таки таможенники, в меньшей степени пограничники. Но Аскер ни разу в этом не замешан. Нигде. Вот за все это время никогда в жизни. Хотя многим казалось, как и Аскер там должен быть обязательно. Он же с ними стоит вместе на границе. Ну да, я немножко опять поясню телезрителям, что гражданское формирование Аскер, оно сформировалось в процессе блокады Крыма гражданской. Там активисты, их вагончики стоят ровно рядом с пограничниками, с таможенниками на всех 3 КПВВ. Чеплынка, Чонгар и Каланчак, и осуществляет общественный контроль за работой, за соблюдением постановления правительства, которое вышло по итогам блокады о запрете перевоза товарных партий через границу. Но люди по-всякому, жулики, скажем так, из Генического района, стараются что-то туда-сюда возить, и из-за этого возникают вопросы с коррупцией там, и так далее. Ну, жулики не только с Генического района, жулики со всей Украины пытаются что-то вести, но это опять же уже не в таких объемах, и это уже совершенно как бы уже, ну, так скажем, до чистоты как бы чистого спирта мы не дошли. Но в любом случае это уже можно, в принципе, с этим жить. Это уже как-то так можно понимать, что это уже вот, ну, к совершенству мы приблизились. То во всем остальном, на самом деле, как бы мы просили номер воинской части. Есть люди, крымские татары, есть люди, которые вышли с Крыма, которые отдают своих сыновей, чтобы они служили здесь, в украинской армии. Но только чтобы это была крымско-татарская часть. Ну, или крымская часть, мы ее назовем. Даже вот этого слова «национальное» мы оттуда даже убрали, оставили крымское. Но чтобы там был имам, чтобы там не было спиртного. Ну да, мы, конечно, знаете, даже не говоря слово такое, знаете, мы фантазеры в чем-то, конечно. Мы думаем, ну, после Майдана Украина изменилась, да. Мы надеялись на то, что это такие вещи, ну, автоматически, да. Ну, ребята, раз, автоматически ничего не происходит. Да, да, там же русские рисуют, что у нас здесь, там есть кураторы, которые там на то дают. ЦРУ нам приехало, дают нам вооружение. Это же так. И ЦРУ, и ИГИЛ одновременно. Причем. ИГИЛ одновременно, да. На самом деле все до банального просто. Как президент сказал, что мы боялись, я бы на самом деле как бы добавил, и боимся крымских татар. Потому что как, вы что, ребята, вот слово, смотрите, татар вооружим? Да вы что, мы вооружим татар и дадим им батальон? Да они завтра на самом деле будут захватывать РДА или ОДА или что-нибудь еще. То есть они же будут подчиняться только Мустафе Джемилеву. Ленур, но это немножко странно, потому что, например, есть в АТО, в воинских частях, есть грузинский легион, совершенно славный и всем известный. И ничего не происходит. Я тебе объясню. Это может, вот часто такие слова, как ты сейчас говоришь, есть легион, то, это все непризнанные тоже воинские части. Нет, они в составе вооруженных сил, смотри, да. в какой-то бригады. У них тоже нет номера воинской части. Они формально не существуют. Их нету формально. Это тебе любой скажет, кто на войне побывал, он тебе скажет. Это формальное подразделение, которое никто. Да, оно существует, пока ему разрешает кто-то, какой-то дядька даже, которого они могут не видеть. Мы здесь говорим о чем? Мы здесь говорим о том, что мы хотим, чтобы формально было прописано. Если мы говорим, ребята, мы так скажем, одни граждане одной страны, да? Если нас действительно 500 000, да, мы говорим о том, что мы хотим вот что-то такое сделать. Вот, хотим отдать долг родине, Украине. Давайте нам дайте номер воинской части. Это вызывает подозрение. Вот если мы с тобой приехали и сказали, ребята, у нас есть бизнес, корпоративные интересы, давайте здесь дербанем, здесь давай вот так вот сделаем. Нас, наверное, быстренько с тобой послушали бы. А тут мы какие-то ненормальные. Не, ну, может быть, и правда выглядит это не очень нормальным, когда из Крыма люди, да, бросая все, семью, дом, не имея возможности больше вернуться никогда туда до освобождения Крыма, да, приходят и хотят служить в крымском батальоне, хотят быть на границе, рядом со своей родиной, оставленной временно, да. Может, действительно кому-то кажется странно, тут ни коммерческого интереса нет, никакого нет интереса, кроме патриотизма. Ну, действительно, может быть, странно кому-то. Знаешь, вот этих вот ребят, которых мы потом оттуда выкинули, вот этих вот, так скажем, псевдоукраинских солдат,
На самом деле, потому что украинский солдат – это тот, который, когда слышит, что нужно куда-то идти с оружием в руках против крымского татарина какого-то, он близко такой говорит: ты что, чтоб я пошел против своего побратима, против своего брата? Да сколько воинов АТО было и на блокаде. Да, нет, в том-то и дело. Да, Когда, помогали. слава богу, после этих событий, буквально вот в это время, вот я уже туда добрался, я был здесь в Киеве, добрался за ночь туда быстренько и поучаствовал, да, в этих событиях. И я хочу сказать, что тут же понаехало очень много украинских солдат. Настоящих украинских солдат, которые приехали, услышав это, они приехали и встали рядом с нами. Герои Украины приехали, тоже рядом с нами стали. Киборг приехал один, с нами стал. Почему? Потому что они прекрасно, им объяснять не надо, что такое брат, который должен стоять с тобой спиной. Им Нет, объяснять не надо. почему, что случилось, все-таки вернемся к событиям. Вот что случилось с людьми, которые просто бросились штурмовать на боевой технике крымско-татарскую базу, которая вообще спала, грубо говоря, уже было поздно достаточно. Да. Что произошло, что ими двигало этими конкретными людьми? Двигало то, что определенные там люди есть на Чонгаре, которые, как скажем, определенным образом настраивают военных. Ну, ни для кого не секрет, что военные во всем нуждаются. Этот элемент используется теми То есть людьми. предприниматели местные? Конечно. Которые, в принципе, говорят: а вот станьте вот здесь БТРом, охраняйте вот это, станьте там, вот здесь, охраняйте то. Но это не красит, это не говорит о всей Украине, да, или о всей украинской армии. Это говорит о некоторых личностях, которые идут на этом поводу. Вот в том числе это 34-й батальон, бывший комбат, который сейчас, вот, который извинялся, он сейчас уже не комбат. Потому что, когда я ему это говорил по телефону, я ему говорил об этом. Он мне говорил, что вы что, мы ничего не делаем. Когда я по телефону слышу, как ребята мне говорят, что там вот эти зеленые человечки у нас на базе, а он мне говорит по телефону, почти как Путин. А это еще и выглядело как зеленые человечки, Они без опознавательных знаков, без ничего абсолютно. То есть это вот сейчас мы, видите, вот сейчас на кадр с военными, да. А это же вообще были люди, вот просто нет шевронов, ничего Тем нет. более темнота. Да, балаклава. Это я уже подъехал под утро, когда их оттуда выкинул всех. Вот это вот как раз сейчас событие. Если ты украинский солдат, зачем ты прячешь лицо? Зачем ты прячешь лицо? От своих. От своих. Зачем ты стреляешь в крымских татар? Для чего? Что, и стрельба была? Ну, была стрельба. Ну, не в людей же. На самом деле важно другое. Не бывает худо без добра, как говорят, да? Значит, нас же сейчас идет этот, да? Да, ну вот мы смотрим как раз кадры событий. И, конечно, выглядят они, в известной мере безумно. Когда вооруженные без опознавательных знаков военные пытаются, вот видите, это рынок там, да, а за рынком стоит, собственно, база гражданской блокады Крыма, пытаются зачем-то ее штурмануть. Это, конечно, вызвало возмущение людей, которые, являясь патриотами Украины, стоят там на Чонгаре и хотят защищать свою родину. И вместо этого они увидели вдруг военных, которые стреляют, да, пусть не в людей, но в воздух, но... Вообще, как вообще ребята это восприняли? Во-первых, любой военный, который сейчас увидел эти кадры, он понимает, что стреляли из оружия 5,45 калибра. А 5,45 пуля, она такая, что она на самом деле непредсказуемая. Даже, вернее, предсказуемая, она рикошетит, причем... Если вниз стрелять, допустим. Да, да? Стрелять категорически нельзя даже в землю, она потому что от земли даже рикошетит, причем рикошетит стреляющего в первую очередь. Ну, естественно, и винтом может пойти и заходит вот с такой маленькой дырочкой, а выходит вот с таким куском мяса. И поэтому здесь настолько это все неприятно, но обратная сторона этой медали, та, что все-таки, во-первых, мы познакомились с комбригом. Там вот этого 57-й бригады, в которую входит этот вот позорный этот 34-й батальон. Кстати, до него там стоял 95-й батальон. У нас был конфликт с 95-м батальоном, которую тоже накачали люди из бизнеса, да, для того, чтобы они приехали с нами разобрались. Ну, так устроена определенная как бы там ситуация. Но вопрос в том, что те все-таки смогли сориентироваться. И там комбат Медведь, который прошел войну и очень такой... И он мужчина настоящий. И до этого мы видели Гюрзу, который приехал на БТР и сказал, что мы против гражданских лиц не воюем. То есть мы видели честь украинского солдата. Это то, что их не красит. Но зато есть комбриг Дмитрий Сергеевич, на самом деле, который приехал, нашел себе мужество, приехал сам. Хотя тоже не верил моим словам, когда я ему звонил. Дозвонился. Потому что это трудно поверить. Да, он говорит, что без повода вдруг такое. У нас в Конституции прописано, что не имеет права армия участвовать на территории Украины в каких-то событиях гражданских. Не имеет права. Это конституционный закон есть, существует. То есть это дело внутренних... Это полиция, внутренние войска. Поэтому это уже нарушение Конституции. Но это на самом деле было бы так, если бы не было на самом деле извинений. Приехал комбриг, приехал этот позорный комбат, извинился. Ребята сказали все, что вы видели только часть кадров.
Остальную часть кадров, которая остается у нас в нашем архиве, как бы, да, и в архиве Сбройных сил Украины, это касается только нас. Самое важное, что конфликт пошел без жертв. Ребята молодые, которым там по 13 дней, которые только вышли с Крыма, и которых только вот мамы привезли, сказали, вот наш ребенок, его вот повестка вот его в русскую армию, а вот мы привели, отдали, потому что Вот он был, наверное, шокирован. Доверяют Меджлису, доверяют Мустафа, доверяют нам. И когда мы понимаем, что этого мальчика на самом деле пытались положить в пол, и он не лег в пол, он стоял стоя. Это на самом деле для него, конечно, они все испытали шок, потому что они не рассчитанные были на материке сражаться с украинским солдатом. Это какой-то Вообще сюр, конечно. Ну, Камбрик извинился. Извинились те ребята, которые стояли, в том числе из разведки, из контрразведки, которые были в этой бригаде. Это делает честь этой бригаде. Мне позвонила куча ребят, которые в этой бригаде служат, которых я знаю. Оказалось, что общих знакомых очень много, которые сказали, любые вот эти вот повреждения, которые там есть, мы все вопросы закроем, мы одно дело делаем. И это очень важно, потому что я вот построил всех ребят, все строй, и с Камбригом стояли, и все мы сам показали, куда, где наш враг. У нас могут быть сложности друг с другом. Да ну, что не бывает, когда не бывает, сложности, но враг наш там. У нас враг Путин, у нас один враг. Если мы начнем еще здесь возиться, и мы превратимся как Верховная Рада Украины. Посмотрите, мы вместо того, чтобы объединить страну сейчас, вот в эти вот тяжелые дни, которые у нас сейчас происходят, мы копаемся друг у друга в разном белье в нижнем, хотя нам надо было вперед встать всем в один строй, вцепить в цепочку и выкинуть оккупанта с нашей территории. А потом уже опять заниматься политикой, опять возиться, кто что у кого там отжал, или какие там заводы кому принадлежат. Не сейчас это, не дело это сегодняшнего дня. Ну, Ленор, а как там все это это вот, то есть эти солдаты, которые туда приехали в каком-то количестве, да, они даже своему командованию бригады не подчинялись? Конечно, не подчинялись. Конечно, не подчинялись. Нет, но я хочу сказать о чем. Конфликт исчерпан тем, что приехал Камбрик, извинился. Мы понимаем, что этот сыр-бор, который произошел, на самом деле, касается нас двоих, как бы скажем, да, двух подразделений. Одно, еще наш минус в чем? Мы же не признанные. Мы же, получается, у нас нет номера воинской части. Это, я вам хочу сказать, что не только Аскер, там, допустим, или Наман Челбиджхана батальон не признан. Вообще крымские татары здесь не признаны еще. Да, к сожалению, за все годы независимости и даже за 3 года, прошедшие после победы Майдана, к сожалению, даже закон о коренном народе крымских татарах не принят, и из этого много других сложностей вытекает, да. Но вот конкретно, что касается батальона, да, батальон существует уже 1,5 года, да. С момента, в общем, он после блокады начал формироваться, люди начали выходить из Крыма, не желающие служить в оккупационных войсках. И все эти 1,5 года продолжаются согласования, разговоры, уговоры. Сначала были, я помню, с министром внутренних дел, потом все-таки с министром обороны. И вот просто вы хотели сказать, в итоге этого что произошла встреча же главы Меджлиса Рифата Чубарова с министром обороны? Да, встретились, в конце концов. Хоть он такой еще такой полусырой, но приказ уже родился. И где прописан уже есть гражданское формирование Аскер в этом приказе есть. Там есть, что мы входим в состав морской бригады, морской пехоты Сбройных сил Украины. Я хочу сказать, что это тоже не до конца то, что мы хотим. Не до конца. Мы хотим, чтобы даже если нет Мустафага, если нет Чубарова, если нет Ислямова, неважно, какое бы следующее поколение ни пришло, это должно формально иметь номер воинской части. Любое вхождение в какую-то бригаду, не имея воинской части, это ты сегодня есть, завтра тебя нет. Это опять же то же самое непризнанная какая-то, как бы там, не знаю, общественная организация, которая просто находится у кого-то с печатью. Все. Это интересно, кстати, когда была аннексия Крыма, и когда крымские татары приходили и просили дать им оружие из складов боеприпасов, которые в Крыму расположены, был категорический запрет командования армии выдавать крымским татарам оружие. И потом многие спрашивают, а почему крымские татары не сопротивлялись и так далее. Ну, извините, против вооруженных до зубов спецназовцев России без оружия как-то сложновато. И здесь уже происходит очень странная ситуация, когда не хотят институализировать часть, да, которая уже хочет быть частью армии, хочет быть в ротации и в АТО, и хочет быть в учениях, и хочет быть реальной частью армии, но там собрались люди из Крыма. И я, например, уверен, что там не только крымские татары будут. Да, и там будут разные люди. И я просто знаю, кто на блокаду приезжал и кто поддерживал там крымских татар. Это были русские люди из Севастополя, из Феодосии.
Это весь Крым, по сути дела. И вся Украина. Да, и вся Украина. Вся Украина. Ну, вот этот очень момент, что все сбройные силы состоят из кучи людей, ну, вся украинская сбройная войска, армия, состоит из множества крымчан, которые выехали, сейчас там служат. И вот для них этот вот лучок такой надежды, лучик надежды о том, что, ребята, формируется крымское подразделение, которое будет заниматься именно вот тут, вот прям вот на границе с Крымом. Это же территория тоже крымская, Но по ее идее. надо укреплять, извините. Конечно, да, даже не в укреплении, а на самом деле находиться там, рядом с домом, и видеть горы. Оттуда Бахчисарайские горы даже видны, Судакские горы видны. И находиться рядом с родиной, это для них на самом деле настолько Это радостно. мотивация сильная. Это мотивированные люди. Мы замотивированные люди. Да. Это плюс, а для некоторых людей это минус. А не было ли бы чего-нибудь еще? А Крым сейчас нам не до Крыма. Нам бы с Донбассом разобраться. А давайте вот мы там пока торганем. А пока там давайте вот это сделаем. И эти люди находятся сейчас, некоторые из них находятся в чиновничьих должностях. Ну, то есть, чтобы это вот такое из русской классики, как бы чего не вышло. Есть те, которые конкретно используют любой фактор, чтобы нас стравить. А есть те, которые просто хотят это подвесить. И пусть висит. И там куда-то куда-то там это все рассосется. И я еще что хочу сказать. Я хочу сказать, что все-таки чиновникам украинским тоже. Вы не понимаете нашу толерантность и толерантность наших лидеров и Мустафага и Рифат-ага. Если Рифат-ага еще может как-то кричать иногда, то Мустафа никогда не кричит. Ты же знаешь, он вообще никогда не повышает голос. Но когда что-то говорит Мустафа, или когда что-то говорит Рифат-ага, когда говорит и Мустафа, и Рифат-ага о том, что да, мы просим, чтобы были ребята в украинской армии, но в отдельной воинской части, почему-то целый год-полтора это не услышали люди. Почему это не слышит президент? Да, а главное, дело в том, что Мустафа Ага и Рифат Ага, они же озвучивают вопрос, который невозможно решить иначе. Потому что люди выходят все равно. Да. Там призыв в армию идет, в российскую. Они будут выходить, и они хотят быть на передовой. Вот рядом с своим домом. Конечно, с ротацией в АТО, с учениями. Совсем где-то нормальная часть. Но они хотят видеть родину свою, которую они будут освобождать потом. Да, и президент в том числе. Они должны слышать вот что. Что когда говорит Мустафа или Рифат Ага, это говорит народ. И даже когда некоторые вещи, они говорят очень мягко, очень толерантно и очень взвешенно. Это действительно большие политики, по 50 лет уже в политике. Они некоторые вещи, конечно, они сглаживают. Но народ кричит. Народ кричит, народ хочет знать, что Украина сейчас делает для того, чтобы вообще показать крымским татарам, что на самом деле оно заботится о крымских татарах. Она знает о том, что они сейчас там сопротивляются, что они там чувствуют. Что там делает Чийгоз? Почему до сих пор еще с Чийгозом, на самом деле, вот Чийгозу не дали оценку его поступку со стороны власти? Чийгоз — это зампред Меджлиса, который сидит уже 2 года в тюрьме за вот тот самый митинг 26 февраля, которому 3 года скоро будет, за территориальную целостность Украины, когда вот в Крым входили зеленые человечки. Да, навечно с тобой приходится объяснять. Мне такое ощущение, что просто многие забывают. Действительно забывают. Это те люди, которые 26 числа вышли с флагами Украины, крымско-татарским флагом, защищать честь Украины. Защищать от захвата здания вот этими вот людьми, агентами, которые там были. Но, понимаешь, это настолько вот даже мне не очень как бы так это вот приятно в том, говорить о том, о них должны знать все. О них должны знать вся Украина. А сейчас вот идет обмен 100 украинских граждан. Обмен на... Понятно на кого. Но там нет ни одного крымского татарина. Мы опять об этом потихонечку молчим. Опять сильно мы об этом не говорим. Хотя нужно об этом говорить. Осман вот эту тему поднял с топонимикой. Почему до сих пор? Хорошо, ребята, Крым сейчас Россия захватила. Да, мы понимаем, что сейчас нам надо укрепиться. Топонимику примите, Верховная Рада. Вот, десоветизация, декоммунизация. Да, декоммунизация. Да. Сделайте это. Для вас, что это для вас стоит? Даже символических шагов многие чиновники и депутаты не хотят делать. Не хотят. А многие это используют для того, чтобы монетизировать эти истории вообще для себя каким-то образом. И держать нас тоже в определенном 16-м номере, чтобы эта субъектность Крыма держать у себя в руках, а не у нас, понимаете? Потому что мы начинаем, так скажем, подниматься, мы начинаем определенной силой обладать здесь. Естественно, это не хотят. Это не говорит о том, что вся власть такая. Это говорит о том, что есть люди, которые специально находятся здесь. Нет, есть люди, которые во власти, которые не хотят вообще использовать фактор освобождения крымско-татарского народа от оккупанта в международной политике. Хотя он является важным. И вот я лично разговаривал с дипломатами и с политиками западными. Они этого не понимают. Почему не создано правительство Крыма в изгнании? Почему крымско-татарская автономия не учреждена? Почему
украинское правительство на международной арене не защищает права коренного народа там. Ну, коренной народ даже и не признанным и коренным народом до сих пор. У нас и Мустафа Ага, и Рифат Ага превратились в советников министра иностранных дел Украины, который ездит, у них с утра до вечера полеты, перелеты, встреча с послами. То есть это часть Министерства иностранных дел сейчас. У нас огромное количество внутренних дел здесь тоже. Огромное количество. Они должны решаться по щелчку. Паспорта, какие-то справки, счета не открываются, рождение ребенка, свидетельство о рождении. Огромный ворох проблем, который просто висит в воздухе, подброшен. Да, народ страдает. Это не только Крым. И Донбасс такая же история. Да. Там тоже есть патриоты Украины, которые также страдают. Почему до сих пор эти вопросы не решаются? Не хотят решать, не хотят. Хотят подвешивать, держать все это в подвешенном состоянии. Не решаются вопросы. У нас вообще в Конституции, если ты ее почитаешь, вообще нет границы на территории Украины. Внутри Украины не должна быть граница. Это русские поставили там колышки. Да, и сделали людей просто прокаженными какими-то, пораженными в правах. Абсолютно точно. Поставили колышки, отодвинули армию чуть назад свою. И, получается, сделали границу. И всему миру говорят, а у нас с Украиной граница. И мы тоже поставили пограничников и поставили еще и таможенников туда. Понимаешь? То есть и тоже устроили границу. И в первых этих указах вообще там граница была прописана, а даже не админ граница. Много таких вещей, которые лепятся без стратегического определенного вмешательства тех людей, вообще участия тех людей, которые вышли с Крыма. Крымские татары, Стратегию по Крыму, во-первых, ее нет. Во-вторых, насколько я знаю, ее даже разрабатывают и без участия лидеров крымско-татарского народа, о которых ты сказал. Нет, они есть. Стратегия Крыма разрабатывается, есть, и там участвуют, на самом деле, как бы лидеры. Когда она появится, они тоже... Но это не публично, по крайней мере. Она не будет публичной никогда. Да, она есть. И вопрос другой. Вопрос в том, что не имплементируются те вещи, которые сейчас необходимы. Я про стратегию сейчас не говорю. Стратегию можем не обсуждать сейчас. Я говорю про тактику, которая сейчас происходит. Вот сейчас. Людям сейчас нужно решать эти вопросы. Сейчас. Вот вчера нужно решать. Те матери, которые пришли тут же, вот в этот же день, в эту ночь, пришли к своим детям, которые там вот в таком состоянии, я видел их глаза. И они понимают, они живут давно, 25 лет они живут в Украине, они понимают, что такие вещи происходят, но не хотят, чтобы с этими детьми происходило это. Они не хотят. Они хотят, поэтому просто конец надо положить. Положить конец. А это конец лежит, это в Верховной Раде. Нам надо сделать так, чтобы Верховная Рада объединилась. И то, что касается крымско-татарских вопросов, все вопросы одним пулом приняли сразу. Деньги от ЭРУ пришли 27 декабря. Если ты помнишь, вот мы здесь находимся, в арендном помещении. 27 декабря пришли деньги. Целый год мы занимались какими-то бумагами, чем-то еще. А Генический район вообще 29-го получил деньги декабря. Это то есть они должны были за полдня рабочих провести тендер, назначить строителей, еще и построить, еще и сдать в эксплуатацию все. Понятно, что это... я не буду даже слово подбирать сюда определенное. Мы понимаем, что это такое все. Давайте от этого уходить. Это старая Украина, это методы старой Украины. Если мы понимаем, что здесь работают крымские телеканалы, я не говорю даже про АТР, еще Черноморка есть здесь. Я не делю нас, потому что если те люди, которые выехали с Крыма, мы все одинаковые. Вот этот вот национальный фактор придают нам. А его специально придают? Его специально и окрашивают. Вот они какие-то такие, они какие-то с национальным. Слушайте, вы хотите, чтобы мы были национальными? Мы можем и национальными быть тоже. Мы национальными бываем так. Потому что, от отчаяния определенного. Потому что вы нас заталкиваете туда, где пружина сжимается, и дальше уже нам больше нельзя. Мы от этого уже не отступимся. Нас русские быстро сжали до этого состояния и получили полностью сопротивляющийся народ. И вот Шавок в лице этого Сейтумера Нимитулаева, который пишет в ООН письма, что прошу признать... Крым частью России. Да. Маргиналы были в любой национальности. Весь народ держится. Пусть Украина имеет честь слушать наших лидеров, даже тогда, когда они говорят тихо, и даже тогда, когда они очень толерантно эти вещи выносят на предмет обсуждения. Они должны понимать, что мы кричим, народ кричит об этих вопросах. Если есть, ребята, нужен батальон, вот вам командиры, вот вам, пожалуйста, ротные, вот вам взводные. Быстренько ребят молодых, как я вижу, отправьте в командные училища, чтобы они быстренько стали командирами. Это решение сейчас вопросов тактических, которые на стратегию повлияют на десятки лет вперед. Ленур, вот вообще, как, на твой взгляд, сама обстановка на границе достаточно укреплена, южная граница, или нет сейчас? Как она может быть укреплена, когда мы видим, как соткана вообще сейчас вся вот эта вот граница Украины? Мы понимаем, что денег не хватает у Украины. Мы понимаем, что от транша какие-то вещи там до транша происходят. Мы понимаем, как сложно здесь в определенных областях. Но
Е-декларации мне нам всех порадовали уже с тобой. Мы же увидели, что, оказывается, не так все Не у плохо. всех проблемы. Да, не так все плохо. Не так все плохо. Самое важное, у людей нельзя отбирать надежду. Мы, можем быть такими, может быть, сякими, может быть, такими. Но надежда должна быть у людей в Крыму, что если есть лидеры здесь, если так получилось, что они сюда выехали, часть Меджлиса здесь, часть там находится и борется, вот даже сопротивление, то, которое оказывают, они держат этот удар, который там по ним наносят, на самом деле должны здесь максимально быстро, бегом все сделать. Это не просто там, это обязано сделать Но Украина. это если власть реально хочет вернуть Крым на самом деле. Даже если власть сейчас не хочет вернуть, мы должны заставить власть, чтобы она возвращала Крым, чтобы она думала каждый день о Крыме. Каждый день о Крыме. А не занималась тем, что мы разбираемся внутри, между партиями, какими-то разборками. Это надо прекратить сейчас. На время войны объявить мораторий на все вообще сотрясения воздуха в Верховной Раде, касающиеся разных портфелей, чего-то еще. Это должно проходить быстро, бегом, бегом, бегом. Все вопросы надо решать бегом сейчас. Перед нами стоит мощнейший враг. И если мы сами, извините, не будем здесь на материке, на самом деле, сильными, но ни одна страна мира нам помогать не будет. Ни одна. Никогда в жизни никого слабым не помогают, пока ты сам на ноги не встал и не заставил себя уважать. Но я думаю, что жизнь нас заставляет Украину делать это, потому что, политика в мире сложная. Пришел Трамп в Америке, приходят сейчас какие-то лидеры, будут сменяться в Европе. Но, кстати, вот хотелось сказать про свежее заявление Трампа касательно Крыма. Не знаю, видел ты или нет, про то, что его пресс-секретарь сказал, что мы ждем от России возвращения Крыма и прекращения войны на Донбассе. И в России это некоторый шок вызвало от Трампа, да, которого они считали своим. А вот последний вопрос просто. Какого твое мнение об этом? Знаешь, я меньше бы смотрел бы на Трампа и меньше смотрел бы на Европу, а больше бы смотрел сюда. Вот внутри Украины мы должны сами собраться и начать делать. Сами взяли лопатки, вилки и все остальное прочее и начали копать, и строить, и выстраивать здесь государство. Все. Трамп и сами остальные, и вся Европа остальная поймет, что на самом деле здесь действительно люди, которые занимаются государствостроением, и что они делают, это правильно. Все. Поступками мы с вами должны показывать, а не сотрясением воздуха. У нас здесь актеров речевого жанра полным-полно, а людей, делающих, очень мало. К сожалению, наша программа подходит к концу. В эфире был «Крымский вопрос». Нашим гостем был Ильнур Ислямов, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар, координатор гражданской блокады Крыма, человек дела, который хочет, чтобы другие тоже занимались делами, особенно когда речь идет о государственных чиновниках. Всего доброго, до следующей встречи. До следующей встречи.